Когда ты концентрируешься на идее удовлетворения клиента в чем-то, тогда тебе очень сложно выкинуть, потому что ты можешь сегодня этот телефон продавать, завтра другой телефон, но главное, ты удовлетворяешь потребность этого клиента. Еще одна ошибка – это ориентация на конкурентов, а не на клиентов. Очень большая распространенная ошибка, многие ориентируются на конкурентов. Забудьте про конкурентов. На самом деле конкуренты ваши не враги, а это ваши коллеги, которые соревнуются с вами в лучшем удовлетворении потребностей клиентов. Всегда думайте о клиентах. Почему? Потому что я в жизни встречал такие случаи, когда я продаю какие-то товары по какой-то цене, а другой человек продает такие же товары по более дорогой цене. Я не понимал, почему он может по дорогой цене продавать то же самое, что я продаю по более дешевой цене. А оказывается, феномен в том, что когда у тебя хорошие отношения с клиентом, и ты удовлетворяешь его реальные нужды, то он меньше смотрит на цену. Он не сравнит. Вот, получается, я думал как? Я продаю телефон, и он продает телефон. У него там $100 телефон, а у меня 80. Почему у него берут, у меня не берут? Я просто не видел таких вещей, что он продает телефон, потом еще там спрашивает халгалай, там, потом, если телефон сломался, он забирает, делает сервисное обслуживание. То есть у него другие отношения с клиентом. И поэтому у него берут по этой цене. А я со стороны думаю, как, у меня цена лучше, почему меня не берут? Поэтому концентрация нужна не на конкурентах, а на клиентах. Дальше, самая большая, наверное, ошибка в целеполагании – это концентрация внимания на своих хотелках. Многие бизнесмены концентрируются на том, что они хотят. То есть хочу добиться финансовой свободы, я хочу там самореализоваться, я хочу там добиться уважения и так далее. Самое интересное, что я еще не видел людей, которые готовы платить другому человеку за то, что тот хочет заработать. Вот я знаю, люди готовы платить за то, что им дают что-то необходимое, но за то, что кто-то хочет заработать, не дают. Потому что все хотят заработать, за это же деньги не платят. Если брать про уважение, вот я хочу добиться уважения, став бизнесменом. На самом деле парадокс в том, что по мере того, как вы достигаете успеха, вы приобретаете ненастоящих друзей и приобретаете настоящих врагов. Чем выше вы поднимаетесь, тем больше у вас фальшивых друзей и настоящих врагов. Поэтому это иллюзия, что заработав много денег, вы добьетесь уважения, там, больше друзей и так далее. Это на самом деле иллюзия. Поэтому это ошибки целеполагания, то есть неправильные цели. Это очень большой и самый первый блок. Дальше. Я буду вкратце, потому что, чтобы оставить потом вопрос-ответ. Второй большой блок ошибок – это ошибки планирования. Первое и самое очевидное, я много встречал, это устные планы. Люди не планируют на бумаге, а устные планы у него в голове есть, он четко видит картинку, он знает, что делать, ну и все, только в голове. А на самом деле в планировании есть такое правило, в Кайдзен особенно, все, что вы не видите, вы не можете управлять. Все, что неизмеримо, вы не можете улучшать. Поэтому все планы обязательно должны быть письменные. Второе. Большинство новичков делают бизнес-план для дяди, либо для банка, либо для красоты, либо для кого-то. На самом деле 80% бизнес-план нужен для вас самих. Вы должны четко делать бизнес-план для себя и четко ему следовать. Если произошли какие-то изменения, внесите изменения в бизнес-план. Это очень важно. Дальше. Каждый день задавайте себе вопрос, на чем сосредоточиться. Очень важно все время держать концентрацию и фокус. Вариант на том, что у вас есть, или на том, что у вас не хватает. Всегда выбирайте концентрацию на том, что у вас есть. Здесь и сейчас. Второй вопрос, на который вы должны ответить. То, что вы контролируете, или то, что вы не контролируете. Всегда концентрируйтесь на том, что вы контролируете. Дальше. Очень важно в планировании, у меня есть мастер-класс «Кайдзен. Планирование как основа счастливой жизни», и там проходит это красной нитью фраза такая. Если вы осознанно не занимаетесь то, что важно, то тем самым вы неосознанно занимаетесь тем, что не важно. Поймите, не существует времени такого гэпа, что многие так в голове воспринимают. Вот я занимаюсь то, что важно, а все остальное время такое нейтральное. Ничего подобного.
Оно так, либо вы занимаетесь важными делами, либо в то же время вы занимаетесь неважными делами. Вот это неважные дела заполняют все пустое пространство между вашими важными делами. Поэтому вот есть хорошая притча, наверное, многие читали в Фейсбуке, когда у индейца спросили, в чем смысл жизни, он говорит, вот, есть зло, есть добро и так далее. У каждого человека на плече сидит белый волк и черный волк. Там белый волк — это добро, черный волк — это зло. И мальчик у него спрашивает, а какой волк в конце побеждает? Он говорит, тот волк, которого ты кормишь. Так вот, представьте, у вас на плече два волка сидят. Один из них важные дела, второй неважные дела. Если вы не кормите белого волка, автоматом съедает всю пищу черный волк. Вот автоматом. Поэтому не существует вещей так, что я важные дела занимаюсь, а все остальное время отдыхаю, потом опять займусь. Вот завтра опять примусь за важные дела. Нет. Дальше. Еще очень важно понимать, что вот исходит из фразы «мечты не работают, пока не работаешь ты». Дело в том, что для того, чтобы добиться успеха, существует такая огромная пропасть. Вот у тебя должна быть идея, у тебя должны быть мечты и так далее, но существует огромная пропасть, мостик, через который называется действие. Нету действия, нет успеха. Это железное правило. Нету действия, нет успеха. Самое интересное, что успех бывает и без планов, и очень часто. Успех бывает без идей, успех бывает без стартового капитала, без всего. Но без действия успех никогда не бывает. Я знаю лично нескольких бизнесменов в Алмате, которые, не имея образования, не имея бизнес-плана, сделали крутой бизнес. Это сейчас они уже написали бизнес-план, они осознали, кто их рынок и так далее. А до этого шли по интуиции. Но самое главное, это живчики и пахари. Вот это самое главное. То есть они пахали, делают ошибку, исправляют, быстро что-то делают. И они очень быстрые. И что-то делают, опять что-то нащупали, раз у них получается, опять провал, они опять нужные знания с интернета подергали, опять, главное, добились. Причем пару из них реально очень крутые. Поэтому вы должны понимать, что успех является прямым следствием действия. Все остальное это необходимо, но недостаточно. А вот действие это необходимо, и только оно является мостиком в этой пропасти, чтобы эту пропасть перейти. Дальше. Очень важна ошибка молодых бизнесменов, то, что все планируют, сколько они заработают. Очень мало людей планируют, сколько они потеряют. На самом деле это очень важная ошибка. Вот я сколько бизнесменов смотрю, у них планы, приходишь, такие росты, графики. Именно интересно, у всех, у 95% бизнес-планов, которые я смотрел, они вот так, график рост растет, потом вот это настоящий момент, с момента, где они просят у меня деньги, а потом вот такой рост.